Симфонический оркестр имени Виктора Кока. Дамурак Мангуш. Ваши аплодисменты Саян Дембелев.
Пангуш, Саян Дембелю, ваши аплодисменты. Чуточку рассказать и показать. Я один не смогу, поэтому я приглашаю сюда одного из лучших габаистов Сибири, Шурану Чур, поможет мне своим инструментом. Что все люди, которые ходят на концерты, независимо от возраста, от нации, они все слышат музыку. И независимо от того, что у них есть диплом, образование музыкальное или нет, они слышат красоту. Поэтому вы, наверное, согласитесь, что сегодня симфонический оркестр красиво звучал же, да? Спасибо большое. Мы вам очень благодарны. Как получается эта красота? Знаете, самое главное условие красивого звучания оркестра – это не нарушать принципы, которые за сотни лет, за много веков набраны великими композиторами, исполнителями и очень великими оркестрами. И чтобы мы это соблюсти, с позапрошлого года начали работать в этом направлении, потому что который занимается строительством концертных залов, был здесь у нас, он посмотрел наш зал, зал театра, зал ДНТ, зал Тувинского центра. Он сказал, что вот это здание соответствует нормам акустики на 3 с минусом. Остальные залы вообще не прошли его требовательные ухо. Он приехал со специалистами, 2 человеками, они осматривали наши залы, и он нам посоветовал, как улучшить вот это здание. До пожара здесь, вот здесь была стена, сцена была вот до 1-го ряда. Дальше был ровный пол. Это было построено питерскими строителями, советскими строителями, приглашенными из Москвы, из Питера. Они построили акустический зал. Остановить это, он сказал нам, вам нужно заняться
направлением звука, потому что два пути развития залов. Один – это форма обувной, так называемой обувной коробки, другой – это цирк Шапито, залы Шапито, которые очень популярны везде, потому что появилась электроника. Но как только электроника появляется, это значит очень дорогая аппаратура, очень дорогая работа, очень много колонок и так далее. И мы решили пойти по естественному пути. Вот смотрите теперь, как звучит инструмент, почему гобой. Я самый первый гобоист по первому образованию. Вот это мертвая зона. Здесь звука нет. Поэтому сюда вокалисты не выйдут. Задние ряды могут меня слышать очень плохо. Начинается рабочая зона. Вот это где стоят вокалисты. Я думаю, вы услышали разницу. Да. А теперь смотрите. Зона для очень громких инструментов. Меди. Специально здесь. Почему они здесь сидят? Я играю так же, как играл. Другое звучание, да? Вот это скрипичная зона. Почему здесь скрипки сидят? Дека, вот так держат, дека работает наверх. Вот это контрабасовая зона. Очень огромные деки, они отсюда берут силу. Самый большой секрет лучшей акустической сцены Тувинской государственной филармонии имени Халилова в том, что вот это акустические панели. Это обычная фанера 2 сантиметра, кажется. На самом деле она 2 раза тяжелее обычной фанеры, которая продается у нас в магазинах. Спрессована очень мощно, и поэтому помогает собирать звук. Поэтому звучит голос вокалистов. Почему я это рассказываю вам? Понимаете, вы, как равноправные граждане Российской Федерации, все имеете право доступа к естественной красоте, которая выработана за много лет многими музыкантами, композиторами. И, конечно, мы должны звучать естественно. На самом деле, вот эти дети должны играть честно, без микрофона. Вот этот гобой, смотрите. Примерно 60-70 тысяч стоит этот гобой. Это полупрофессиональный дешевый гобой. Но он хороший. Но если я сейчас начну играть сюда, это будет очень громко для очень
очень большого зала и немножко неправильно, потому что через электронику. Его надо будет отстраивать. Очень профессиональные звукачи у нас. Они сделали естественный микрофон. Такой, который снимает, передает голос таким же, какой он есть, только громкий. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я сейчас тихо. Вот. Это работа. Скрипичная зона, зеркала акустические. Это, конечно, мы подготовились, долго работали для того, чтобы вы могли услышать естественное звучание симфонического оркестра. И понимаете, вот этот состав должен сидеть в яме без микрофона. И здесь должен танцевать балет. Конечно, в яме оркестр связывает балет с вокалистами, и получается опера, а не фонограмма. Мы идем к чему? Тувинцы, Республика Тува. Мы вошли в состав России 100 лет назад, в состав СССР в 1944-м. Мы идем очень медленно, очень тяжело к опере своей, тувинской опере. У нас есть музыканты. Кенденбиль, Черголов, Тока, Хуришов написали очень много музыки. Когда-то под эту музыку должны танцевать наши тувинские, кызыльские дети, примы-балерины. И, конечно же, как Саян Демберел, как Дамрак, как Эльвира Дажуина, петь вокалисты оперу, героическую оперу Тувы, историю, как Исельяда в Кыргызстане, как слово о полку Игореве. У нас что, нету истории? Очень красивая, богатая история у нас, очень много музыки и очень много молодых композиторов у нас. Поэтому мы рады сообщить, что идет подвижка к новому концертному залу филармонии. Мы дождемся, наверное, увидим этот зал. Я желаю, чтобы вы все увидели новый концертный зал, где будет акустика полная, настоящая акустика, и где, возможно, будет очень красиво звучать. А то, что мы сделали, вы сегодня услышали. Кант и симфонический оркестр. Они звучали естественно и красиво. Я думаю, вы со мной согласны? Нашего дирижера Саяна Салча.
Tuva Jazz Band.